Вы смотрите программу «Новости». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга по поддержке участников спецоперации и их семей. Предлагаю послушать. У нас в республике продолжается предоставление мер поддержки участникам, ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей. Так, на сегодня 250 семей получили возможность газифицировать свои жилые дома, 988 родителей военнослужащих прошли санаторно-курортное лечение, а 702 члена семей получили возможность выезда к месту лечения военнослужащих. В медицинских и социальных учреждениях республики, в том числе в государственном санатории Бесчагда в Московской области, прошли социальную и медицинскую реабилитацию 5468 участников СВО и членов их семей. 788 человек получили социальные услуги на дому и в полустационарной форме. Одним из основных направлений поддержки является трудоустройство и профессиональное обучение участников СВО и членов их семей. 1435 человек обратились в органы занятости за содействием в трудоустройстве. Из них 271 человек направлены на получение профессии и 865 человек трудоустроено. Напомню, что в мае этого года президент Российской Федерации принял указ, которым установлены единые меры поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей на всей территории Российской Федерации. И таким образом по всей стране сегодня унифицированы и стандартизированы меры поддержки. Установлен исчерпывающий перечень обязательных мер. Напомню, что у нас в республике действует указ главы республики за номером 80, в котором все данные меры поддержки предусмотрены. Работа по поддержке участников СВО и членов их семей в нашей республике продолжается. Далее перейдем к новостям, озвучу основные темы выпуска. Сегодня началась продажа льготных билетов по 14 арктическим направлениям. О правилах продажи. В Берджигистяхе на Олонхо-площадке провели обряд установки 9 канавязи Серге. О мероприятии и планах на СЭХ. Верхневилюйский народный театр поставил новый спектакль по книге Дмитрия Наумова «Судьба солдата». О постановке. С 1 июня началась продажа льготных билетов по 14 арктическим межрайонным направлениям. Сами перевозки по ним стартуют с 15 июня. Право на льготу имеют граждане с постоянной регистрацией в арктических населенных пунктах. Обязательное требование – предъявить ID жителей Якутии. Это нужно для того, чтобы исключить злоупотребление и сделать господдержку адресной. Дети до 6 лет освобождаются от этого требования. Вводится также квота поездок на одного человека в год. Пассажир может оформить всего 2 билета туда и обратно, либо 2 билета в одном направлении. Билеты можно купить на официальных сайтах авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «Якутия», а также в их кассах. На полях Амгинского района начались посевные работы. По агротехническим срокам в этом году посевная кампания из-за погодных условий немного затянулась. Посевные работы общества «Амгинский» подходят к завершению. Всего отведено 1610 гектаров. Из них ячмень сорта «Тамми», пшеница «Туймада» и овес «Веленский». Семенное зерно у поковчан свое с прошлогоднего урожая. В этом году работники хозяйства обработали к посеву 900 тонн семени. Из них 600 тонн доставили хозяйствам района. На поля вышли современные комплексы посевного гибридного типа. 5 агрегатов, то есть комплексы, посевные комплексы, разбрасыватель, удобрения разбрасывают, и машины зилы подвозят, подвозящие, которые зерно. Работников задействовано где-то, наверное, около 30 с лишним человек. В прошлом году урожайный год был. У нас очень хорошо в прошлом году 2800 тонн собрали зерновых в общем. Вот те же полученные семена мы в этом году подготовили, очистили и вот на посев в этом году все свои семена.
Верхневилюйский народный театр поставил новый спектакль по книге Дмитрия Наумова «Судьба солдата». Здесь повествуется о судьбе Николая Алексеевича Натосова, человека, чья молодость прошла в страшные годы Великой Отечественной войны. Центральной темой постановки становится человечность и взаимовыручка. Благодаря решительности командира, настоявшей на сложной операции, Николай остался жив. Несмотря на перенесенную боль, герой находит в себе силы жить дальше. Работа звука и света дополняет актерскую игру артистов и словно переносит зрителей в прошлое. Спектакль также посетили родные и внуки Натосова. Они поделились своими впечатлениями. Мне все-таки удалось после долгих 7 лет, потому что первое представление было в городе Якутске в 2020 году. Но мы все прекрасно помним ковид, когда не было возможности выехать. И поэтому вот только спустя 7 лет мне удалось побывать на премьере этого спектакля. Спектакля про судьбу моего родного дедушки Николая Алексеевича Натосова. Это спектакль о судьбе солдата, который потерял на войне двух своих родных братьев, Макара и Алексея, и который, несмотря ни на что, на сильные ранения, которые он получил во время войны, смог все-таки реализовать себя в мирной жизни. В эти дни в селе Берджигистях на Олонхо площадке главы 9 наслегов под благословением Алгысчета Алгыстана Джурахала провели обряд установки 9 коновязи Серге. Потомки Олонхасута Савы Максимова Чокура Сабы, уроженца Малтана, получив грант от Фонда поддержки культурных инициатив президента России, посвятили свою работу культуре народа и 95-летию Улуса. В рамках этого проекта в день проведения эссеха планируется открытие памятного знака Олонхо посвященная великим Аланхасутам. 3 мастера горного улуса, соблюдая все ритуалы и используя современные технологии, возвели Серге, которая будет стоять долгие годы. В рамках проекта создана специальная территория для олонхасутов. Также вот в улусном эссехе будет проведен будет поставлен олонхо, а также в летний период организаторы, команда проекта проведет вечера олонхо. В течение лета проведут вечера олонхо. Уснерским мальчишкам и девчонкам повезло. Празднование Дня защиты детей продолжалось целых 2 дня. На площадку шли целыми семьями с мамами, папами и бабушками. Наблюдали за весельем и наши коллеги. Спортивно-оздоровительный комплекс на улице Социалистической все чаще становится местом проведения детских праздников. Вот и в этот раз здесь весело и многолюдно. Сегодня весь поселок отдыхает, и мы решили, чтобы сегодня все присутствовали, и взрослые, и дети, и почувствовали взрослые себя детьми, и дети радовались. Долгожданный праздник. Мы, конечно, с этим праздником ждем наступления лета. Чуть-чуть погода нас подвела, но настроение у всех просто отличное, замечательное. И песни, и грим, и игры. Мне кажется, даже нам солнышко не надо. Мы сами себя веселим, радуемся и улыбаемся. Здесь никогда не отказываются от помощи волонтеров и всегда рады призам от спонсоров. Мы сегодня подготовили от школы небольшую эстафету для того, чтобы ребята немножечко отдохнули от будней. Ну и в целом были активные, спортивные, творческие. В наших эстафетах приняли участие как дети, так и взрослые. Наши учителя принимали участие, родители наших детей. Наконец-то дождались каникул, тепла. Поэтому хочу пожелать всем ребятам хороших, плодотворных, долгожданных каникул. На площадке множество развлечений. За удачу небольшой приз. Это всегда радостно. Ребята Центра содействия семейному воспитанию провели акцию в поддержку больного ребенка. Вырученные деньги пойдут по назначению. В настоящее время он проходит курс лечения в Израиле. И для родителей очень неподъемная сумма за оплату лечения. Поэтому мы сегодня такое приняли решение. Мы и наше управление социальной защиты. Мы вот вышли, испекли всякие вкусности. Мы выращиваем
выращивали рассаду. И сегодня мы решили сделать такое дело, как-то помочь. Мы всем объявляли, что у нас благотворительная акция, что все деньги уходят туда. Потом еще объявили в микрофон, и тогда люди стали больше подходить. Все уже практически раскуплено. Так что у нас все получилось. Целых 2 дня уснерская детвора веселилась от души. Различные соревнования и конкурсы, даже самые маленькие, показали свои коляски. Бесплатное кино и мороженое. Детям было не до взрослых. Праздник удался. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Якутске прошел Сберпрайм «Зеленый марафон». Проверить свою выносливость вышли больше 1000 человек всех возрастов. Подробности далее. «Зеленый марафон» – праздник не только спорта, но и добрых дел. С 2012 года Сбер объединяет людей через общий ритм движения. И Якутск не стал исключением. Участники от 4 до 73 лет вышли на старт, чтобы не только бросить себе вызов, но и помочь спасти жизнь. Просто почувствовать себя, кайф получить, побежать. Хочется попробовать чего-то нового, проверить себя, смогу пробежать или нет. Первый раз бегу именно Сбербанковский. Так планирую какое-то место занять. Организатор забега «Сбер» позаботился о том, чтобы горожане были готовы на все 100. Любой желающий мог проверить свое здоровье. Для детей и взрослых провели энергичную разминку. Главная миссия «Зеленого марафона» остается неизменной. Это благотворительная поддержка детей с ментальными особенностями здоровья. Плюс ко всему, за каждый километр, который пробежит участник, компания перечисляет 185 рублей на лечение детей с онкологией, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями. Зарегистрировалось порядка 1400 человек. Мы собрали 500 тысяч рублей на благотворительность. Сбербанк удваивает эту сумму. Деньги пойдут на посадку деревьев, а также обязательно в помощь детям. Открыли марафон самые юные бегуны. На финише каждого встречают как победителя. Ведь даже один преодоленный километр приближает чье-то выздоровление. Опытные спортсмены вышли на дистанцию в 10 километров. Легкоатлеты отмечают, марафон вносит большой вклад в популяризацию беговой культуры Якутии. Конечно, классно, да, это хорошая идея. Бег развивается для любителей, бегунов становится больше. Триумфаторам и призерам вручили грамоты и подарки. Но проигравших здесь нет. Каждый ушел с маленькой личной победой. И главное, этот марафон заботы не закончится с финишем. Сбер продолжит помогать детям и после забега. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.